Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем о гибели мужчины во время пожара в квартире одного из домов на улице Гудованцева. Из-за пьянки, наверное. Из-за пьянки, конечно, сигарету уснул, да и все. Покажем, как «Лада» под управлением сильно пьяного водителя в центре Казани врезалась в иномарку, и водителя «Митсубиси», не в первый раз попадающегося за рулем с признаками опьянения. А также сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Сбил ребенка и поехал дальше, даже не остановился, даже не интересовался. И опрокидывание на крышу в попытке избежать аварии. Новая машина, проверка. Это и не только прямо сейчас. 59-летний мужчина скончался в результате пожара в квартире одного из домов на улице Гудованцева в Казани. Поздно ночью соседи почувствовали запах гари и дым, шедший из-под двери одной из квартир на 4-м этаже. Дверь выломали до приезда пожарных, на лестницу вынесли ее хозяина. Мужчину передали в руки медиков, но врачи оказались бессильны. Владельцы загоревшейся квартиры в доме хорошо знали. Рассказывают, мужчина жил один, много пил и курил. У него жена давным-давно умерла, по-моему, таком нет никого. Мужик одинокий вроде. Из-за пьянки, наверное. Из-за пьянки, конечно, сигарету уснул, да и все. В каком состоянии мужчина был сегодня, соседи не знают. Говорят, видели его незадолго до пожара. Ходил по коридорам. Я и видала глазок. Он пришел, ушел с какой-то сумкой. Запах гари жители 4-го этажа почувствовали около полуночи. Сначала даже не поняли, что произошло. Я давай все посмотрела у себя. Нет. Вышла, смотрю, дым. Я кричу. Что такое? Что случилось? Что такое? Идет, слышу. Открыл дверь как-то, я не знаю. Или у него открытый было, не знаю. И вот оттуда как пошло. Мужчину вытащили из горящей квартиры на лестничную клетку и вызвали пожарных. Прибывшие врачи до последнего боролись за жизнь мужчины, но спасти пострадавшего не смогли. Им оставалось только констатировать его смерть. Жильцы дома, спасаясь от едкого дыма, стали выбегать на улицу. 11 человек, в том числе 2 детей, эвакуировали пожарные с помощью кислородных масок. Свет отключили, все отключили, пожарные стоят, я быстро-быстро, с лестницы чуть не полетела, Летом наш подъезд горел, вот сейчас это непонятно, что произошло. У нас летом коляски подожгли, а сейчас вон квартира сгорела. Из-за этого побежал детей собирать, не собирать. С открытым огнем пожарные справились через 20 минут после вызова. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. Предварительная версия дознавателей совпадает с мнением жильцов дома. Огонь вспыхнул из-за неосторожности при курении. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева, «Вызов 112». 29-летний водитель «Лады Гранта» врезался в «Пежо», остановившуюся на запрещающий сигнал светофора на перекрестке улиц Островского и Астрономическая. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что молодой человек тормозил в самый последний момент. При этом скорость автомобиля была небольшая. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили причину, помешавшую водителю остановиться. За руль молодой человек сел в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкотестер зафиксировал больше 1,6 миллиграмма чистого спирта в литре выдыхаемого воздуха. Он и не стал отрицать, что сел за руль через 2 часа после того, как выпил. Дальнейший свой путь мужчина продолжил пешком. Автомобиль отправился на штрафстоянку. Теперь молодому человеку предстоит заплатить штраф 1500 рублей за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части и ждать суда, который, вероятно, превратит его в пешехода на срок до 2 лет и назначит штраф в 30 000 рублей. Признаки опьянения автоинспекторы обнаружили и у 34-летнего водителя Mitsubishi Lancer, остановленный вечером на улице Камчатская в Казани. Мужчине предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в организме. Он отказался. Водительское удостоверение предъявить мужчина также не смог. Прав его лишили раньше за отказ от медицинского освидетельствования. Но ездить за рулем он продолжал и в мае был остановлен. За что суд назначил мужчине 10 суток административного ареста. А в этот раз ему грозит уже уголовная ответственность. Статья предусматривает от штрафа до 300 000 рублей до 2 лет реального лишения свободы. 13-летнего мальчика сбил темный автомобиль прямо на пешеходном переходе на улице Зорги, после чего водитель, не останавливаясь, уехал с места происшествия. Ребенок тут же позвонил маме, которая, примчавшись на место, вызвала скорую помощь и автоинспекцию. Сбила ребенка
и поехал дальше. Даже не остановился, даже не интересовался, получается. Он шел из школы и решил перейти дорогу, чтобы сразу сесть в машину к маме. Женщина как раз ехала его встречать. Перед этим созвонились, она как раз подъезжала. Я звоню, я еще там ехала. Я доезжаю, а потом через минуту там даже не в шоке сама, я сейчас пошла. Женщина тут же вызвала скорую помощь и сообщила о произошедшем в автоинспекцию. Врачи осмотрели мальчика. Серьезных травм у него не обнаружили. И в случае ухудшения самочувствия велели обращаться в больницу. Нет, но он в таком состоянии, Мальчик рассказывает, водитель его видел, шел уже посередине дороги и заметил, что приближающийся автомобиль сбавил скорость. вроде еще он остановился. Хотел остановиться. То есть по касательной задаток? Получается. Ни марку, ни госномер машины ребенок не запомнил. Сейчас автоинспекторы разыскивают водителя, который уехал с места происшествия, и просят откликнуться очевидцев этого наезда. Рамиль Шайдуллин, Дарья Кореева, вызов 112. В эти дни ГИБДД Казани проводит операцию «Пешеход», в рамках которой уделяет повышенное внимание водителям, не пропускающим переходящих дорогу людей, и самим пешеходам, нарушающим правила дорожного движения. С начала года в столице республики зарегистрировано 416 наездов на пешеходов, в которых 16 человек погибли, и 409, в их числе 89 юных пешеходов, получили травмы. В городе Казани проводится профилактическое мероприятие «Пешеход». Водители, при приближении к перекресткам и пешеходным переходам не забудьте снизить скорость и быть готовым к остановке. Пешеходы, переходите проезжую часть только в предусмотренных для этого местах пешеходных переходов. Перед переходом необходимо убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств. Девушка-водитель «Мерседеса» ночью на улице Беломорская не справилась с управлением. Вылетела с проезжей части и врезалась в столб со знаком, обозначающим трамвайную остановку. В момент удара в автомобиле сработали все подушки безопасности, и водитель не пострадала. Столкновения с другими автомобилями не было. Вину в аварии девушка признала полностью. Погода, видите? Сколько? Дождик, да. Не подрезал никто? Не пострадали сами? Нива и Hyundai Solaris столкнулись на перекрестке улиц Габишева и Софиуллина в Казани. Удар был сильный. У легковушки разбита вся передняя часть, у внедорожника повреждена ходовая часть. Иномарка врезалась в переднее левое колесо. Оба автомобиля после аварии были уже не на ходу. Вину в происшествии никто из водителей не признавал, хотя перекресток оборудован светофором, который в момент столкновения работал. Они остались на месте происшествия ждать автоинспекторов, которые, по мнению участников аварии, и должны определить виновника. На перекрестке улиц Бурхана Шахиди, Тази Гизата водитель Kia Rio вылетел с дороги, вырвал из земли дорожный знак и, перевернувшись, рухнул на тротуар. Мужчина не пострадал и рассказал автоинспекторам, что резко вывернул руль, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем. Новая машина, проверка. Автомобиль, говорят друзья водителя Kia, проверку на прочность прошел отлично. Сам он русским языком владеет плохо, и для оформления всех документов потребовалась помощь переводчиков. Не пострадал, если ничего? Нет, все нормально. Мужчина рассказал, что двигался по улице Бурхана Шахиди, уверял, что на зеленый свет, и когда проезжал перекресток с улицей Тази Гизата, справа от него появился другой автомобиль. Короче, машина оттуда приехала. Отсюда придет, да? И он вот этим светофором желтым горит, да? И в таком время машина вышел, а отсюда как-то свое время красно горит сразу. И машина отсюда улетает. И хлоп сразу, он даже не остановил машину, улетал. И вот эта машина выйдет, да? Не хотел ударить машину, и сразу туда. Все. То есть столкновения не было между ними? Нет, нет. Момент происшествия был зафиксирован камерой наблюдения. Видно, легковушка, которая двигалась по Тази Гизата, проехала стоп-линию на желтый сигнал светофора. До этого там был зеленый. И запрещающий сигнал загорелся, когда автомобиль был уже на перекрестке. Водитель Kia, избегая столкновения, вывернул руль влево, вырвал из земли дорожный знак и, перевернувшись, рухнул на крышу прямо на тротуаре. При этом едущие в одну сторону с ним два автомобиля остановились перед светофором. Ну, не красного, как уж иногда бывает, заволки здесь красный. Водитель второй машины уехал с места происшествия. Столкновения с ним не было, и вся вина в произошедшем ляжет, вероятно, на плечи водителя опрокинувшейся Kia. Алия Хайрудинова, Дарья Кореева, вызов 112.
Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.